617-й участок, открытый на базе 3-й Назрановской школы, готов к приему своих избирателей. Сейчас члены комиссии оформляют информационные стенды и готовят переносные урны для голосования. Ну а некоторые из избирателей пришли на участок проверить, есть ли они в списках. Отдать свой голос за выбранного кандидата завтра планирует и Любовь Азиева. Очень надеется, что он оправдает ее ожидания. Прежде всего, защиты прав населения. Прежде всего. Это практически элементарные вещи, чтобы в нашей Ингушетии нам было комфортно жить. Если наши кандидаты будут в соответствии со своей выбранной должностью, в соответствии со своим выбранным путем, если они будут работать, больше ничего не надо от них. Вот я им желаю удачи в исполнении всех выбранных и обязанностей ими. Отдать свой голос за того или иного кандидата на участке смогут 1515 избирателей. Медицинский кабинет, комната отдыха для голосующих тут постарались создать все необходимые условия. Для них же в день выборов подготовили развлекательную программу. Силами нашей театральной студии, хореографической студии и хоровой студии будут составлена программа развлекательная. Дети будут выступать. Мы с родителями договорились, что дети разрешили выступать завтра во время проведения выборной кампании. Кроме этого, у нас будет работать столовая для всех желающих. По соседству с 617-м участком в школе расположился еще один, 621-й. Ширма и урна для голосования. Информационные стенды здесь установлены. Члены избирательной комиссии также оповестили граждан о выборах на своем участке. На нашем участке 1442 избирателя. Все они проинформированы. Они получили пригласительные. Я надеюсь, что они придут и проголосуют. На 2 избирательных участках для голосующих подготовлены раздельные входы и выходы. Есть и отдельные места для общественных наблюдателей и представителей СМИ. Все члены комиссии прошли необходимые подготовительные курсы. Некоторые из них также планируют завтра проголосовать за выбранных кандидатов, в их числе и Лейла Куштова. Я призываю всех жителей нашего участка прийти 10 сентября 2023 года и сделать свой выбор. Я же свой выбор уже сделала, обязательно проголосую. Что я ожидаю от своего выбора, чтобы в дальнейшем наша республика процветала, развивалась во всех направлениях. Соблюдены на участках и меры безопасности. На входе установлены рамки металлодетектора. Также в день выборов здесь будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Всего в единый день голосования по Назране будет открыто 22 участка. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.